Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. В начале о ярких событиях из истории ТАССР. В этот день, в 1992 году, Курбан-Байрам впервые стал официальным выходным днем. Такое решение принял Верховный Совет Республики Татарстан. 11 июля 1999 года президент Татарстана Ментимир Шаймиев подписал указ о Международной Арбузовской премии. Именно наш земляк, выдающийся химик Александр Арбузов, открыл новое направление – химию фосфороорганических соединений. В этот день, 2003 года, решением Казанского совета народных депутатов национальный праздник Сабантуй был представлен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Впервые такое предложение 2 годами ранее высказал во время визита в Казань генеральный секретарь ЮНЕСКО Мунира Бушенаки. Ну а мы переходим к событиям этого дня, и вот о чем пойдет речь в программе. 15 человек погибли на воде в республике только за неделю. Наиболее проблемной стала ситуация, связанная с гибелью людей на воде. О причинах и последствиях. Рамиль Шайдуллин. Пандемия не прекращается, работа продолжается. К сожалению, исключить занос инфекции не всегда возможно. Что происходит в республике, узнал Дмитрий Аренин. Штрафовать нельзя помиловать. Вы заплатили этот штраф. Он ушел уже куда-то там в недра нашего бюджета. К чему может привести отмена штрафов за нарушение режима самоизоляции, разбиралась Алия Хайрудинова. Литье из бронзы, роспись на керамике и мозаика на коже по самым красочным техникам Татарстана. Очень особое терпение и усидчивость надо. У многих вот этого сейчас не хватает. Что хранится в сундучках татарстанских мастеров, увидела Юлия Мратова. В Казани на озере Большое Лебяжье сегодня утонул ребенок. 5-летний мальчик стал 15-й жертвой купаний в Татарстане только за прошедшую неделю. Еще одного подростка сегодня удалось спасти. При этом почти половина жертв воды купались на необорудованных, несанкционированных пляжах. И это несмотря на неблагополучную эпидобстановку. Сегодня Рустам Минниханов призвал глав районов создать все условия для безопасности. Рамиль Шайдуллин посмотрел на проблему со всех сторон. Купаться здесь, к сожалению, нигде. Хорошо. Выходи, Влад. Спасатели и полиция объясняют купающимся, как бы не хотелось, но в воду нельзя. Во-первых, пляж не санкционированный и для купания вообще не предназначен. Во-вторых, из-за пандемии купаться нельзя нигде. Отдохнуть маленько с детьми, на пикник. Вот они решили немножко искупаться там с краюшка только. Ну, извините, больше не будем. Несмотря на то, что этот пляж дикий, людей сюда стекается не меньше, чем на оборудованный. Хотя именно в таких местах, как показывает статистика, купаться опаснее всего. Только за текущую неделю, вот по сегодняшний день погибло 14 человек, в том числе 1 ребенок. Примерно половина погибло при купании в необорудованных местах. Вторая половина в результате несчастных случаев. Спустя несколько часов после этого совещания на озере Большое Лебяжье произошла трагедия. Утонул 5-летний мальчик. Как рассказала его мама, он играл на небольшой глубине вместе с 10-летним братом и пропал. Заметили исчезновение ребенка слишком поздно. Потом пытались найти его самостоятельно. Когда женщина обратилась к спасателям, вернуть его к жизни было уже невозможно. Врачи констатировали смерть. 15-летнего подростка, который поплыл за мячом на том же озере и не рассчитал свои силы, спасти удалось. К сожалению, так получилось, что возможности там выезда не у всех есть. Люди будут отдыхать, поэтому наша задача не только запретительные меры, а создавать условия, дать возможность, обеспечить безопасность. Президент поручил обеспечить дежурство спасателей у водоемов уже в ближайшие дни. Статистика пугает. С начала года в республике утонули уже 43 человека. Смертей на 13 больше, чем за то же время годом ранее. Вот недавний случай в Нижнекамске. На озере Каракуль утонул 13-летний подросток. Вроде бы мелко было. Купались на таком месте, где ничего не предвещало никакой беды. И вот из-за рельефа дна ребенок оступился и, соответственно, погиб. 9 июня в Нурлатском районе утонул пьяный мужчина. 10 июля из воды не выбрался 19-летний парень из Ютазинского района. В этот же день трагедия в Челнах. Вода унесла жизнь мужчины, пытавшегося спасти тонущую женщину. Я вас прошу позвать ребенка обратно.
Купающихся не становится меньше, несмотря и на то, что в республике еще не снят третий этап ограничений из-за пандемии. В понедельник мэрия Казани сообщила, что только в июне в городе утонули 5. Утонувших нет только на официальных пляжах. Несмотря на то, что и они для отдыха закрыты, спасатели там дежурят. И в июне они спасли 6 человек, из них 2 детей. Это плохо, печально, что люди лезут в воду, конечно. А для чего приходите к таким? Загорать, ножки помочить можно. Жара важнее, чем коронавирус, наверное, на данный момент. Когда 35 на улице, это... Жить-то продолжать надо как-то. Поэтому боимся, но соблюдаем. Между тем, прямо через несколько метров есть и предназначенный для этого пляж, но предназначено не значит разрешено. Пока и там действует ограничение. Вывешен черный шар, информирующий людей о том, что купание в данный момент запрещено в связи с пандемией коронавируса. Но никого это, так скажем, не остановится. Оружие инспекторов – информация, поэтому отдыхающим они раздают памятки с правилами и рекомендациями. Об остальном позаботятся спасатели. Как сказали на совещании, в каждом районе будут созданы и патрульные группы для работы на водоемах. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Темп распространения коронавируса в Татарстане снизился, но расслабляться повода нет. Об этом сегодня заявили в Доме правительства. Там во главе с Рустамом Миннихановым проанализировали коронавирусную статистику за минувшую неделю. Беспокойство вызывает, что, несмотря на все принятые меры, люди заражаются на рабочих местах. Заболевшие выявлены в 23 организациях. Что собирается предпринимать и как в условиях пандемии в Татарстане работают различные отрасли экономики, выяснял Дмитрий Аринин. Темп прироста новых случаев снизился, и за неделю он составил 0,7%. На этой неделе коронавирусом в Татарстане заболели 253 человека. Это значительно меньше, чем недели раньше, что укладывается в общую динамику спада пандемии. Однако о победе над заболеванием и полном снятии ограничений и речи пока не идет. Мы находимся на 2-м этапе снятия ограничений. В рамках визита председателя правительства, руководителя Роспотребнадзора, она тоже осознает серьезную опасность пока. Есть регионы, которые очень значительно превышают. Екатеринбург, Ханты-Мансийск. Сейчас в Татарстане на обязательной самоизоляции остаются более 1000 человек. Некоторые нарушают режим, их привлекают к ответственности. Не удается полностью уберечь людей от заражения на работе. За отчетный период появились 37 случаев заболевания в 23 новых трудовых коллективах. К сожалению, исключить занос инфекции не всегда возможно, но предотвратить ее распространение внутри коллектива в наших силах. Поэтому обращаюсь к руководителям предприятий и организаций. Поводов для расслабления нет, и выполнять комплекс всех необходимых мероприятий крайне важно. Рустам Минниханов призвал соблюдать все меры безопасности. При этих условиях необходимо в срок завершить все работы по строительству и ремонту жилья и социальных объектов. Так, к осени и наступлению холодов нужно капитально отремонтировать более 1000 домов. Все запланированные программы работы должны быть завершены к началу отопительного сезона. Прошу всех задействованных руководителей принять все меры для этого. Аграриев республики, в свою очередь, заранее настраивают подготовить к уборочной комбайны и прочую технику. Как отметил глава Минсельхоза, хлебная масса ожидается большая. Большие вопросы и к животноводам. В 19 районах сократилось поголовье скота. Всего по Татарстану не досчитались более 7000 коров. Главам муниципальных районов инвесторам было дано поручение взять на особый контроль по вопросам развития животноводства, в том числе и стабилизации поголовья. Наибольший минус в Мензелинском районе. Здесь Камский бекон не выполнил свои договоренности по восстановлению поголовья, но обязательства по строительству нового комплекса и закупку племенного скота он себя не снимает. Необходимо строить инфраструктуру и проводить коммуникации к земле для многодетных семей. В этом году им выделено более 1000 участков. Чтобы обеспечить жителей Казани, задействовать федеральные земли в Высокогорском районе. Дмитрий Аринин, ТНВ, Казань. В Татарстане подтверждены 2 смерти от коронавируса. В больницах скончались житель Казани и жительница Чистополя. Тем самым всего в республике жертвами COVID-19 стали 23 человека. Сегодня в Татарстане диагностировали 35 новых случаев заболевания. Почти все контактные, большинство получают лечение на дому. Итого у нас заразились 4964 человека. 3835 вылечились, в том числе 68 за минувшие сутки. В России распространение коронавируса сохраняется на так называемом плато. Сегодня обнаружили 6611 заболевших. В мире число инфицированных за сутки снова больше, чем днем ранее – 229 тысяч.
Несмотря на по-прежнему довольно тревожную санитарно-эпидемиологическую обстановку, в Совете по правам человека заявили о необходимости проведения административной амнистии. Другими словами, просят отменить штрафы за нарушение режима самоизоляции. В Татарстане таких было выписано 56 тысяч. Это самый большой показатель по России. Для сравнения, в Краснодарском крае их число в 2 раза меньше. Станем ли мы свидетелями первой административной амнистии и чем это может обернуться, разбиралась Илья Хайрудинова. Любимый многими Элвин Грей сегодня в топе не только со своими хитами. Не задались отношения певца с Роспотребнадзором, когда и ему от них прилетело письмо счастья. 16 марта Радик Юльякшин прилетел из Москвы в Казань. Ссылаясь на ту самую статью 6.3, певцу в июне выписывают штраф в 500 рублей за нарушение режима самоизоляции. Свое возмущение Элвин перенес в соцсети. Ну уж извините, я не бычок на откорме, который стоит в своем стойле и мычать боится. А если таких незаконных постановлений выписано 1000, это уже уголовка чистой воды. В Роспотребнадзоре Татарстана тем временем пояснили, что это не случайность. Что касается сроков вынесения постановления, у Роспотребнадзора в запасе был целый год после самого правонарушения. Поэтому штраф в июне за мартовское нарушение – норма. Вот они, кадры режима самоизоляции. Город опустел, сотрудников правопорядка можно было встретить на каждом шагу. Нет СМС-пропуска, маски, разрешения на работу, предупреждение. Попался во 2-й раз – штраф. В Татарстане их было выписано почти 56 тысяч. Если взять только минимальную сумму в 500 рублей, все выливается в 28 миллионов штрафных. По России таких дел без малого 400 тысяч. Накануне в Совете по правам человека при президенте России заявили о возможности административной амнистии. Проще говоря, обнулить все штрафы, но только тем, чей выход из дома, да еще без маски, не привел к негативным последствиям. Амнистия для россиян – понятие знакомое, но только если говорить об уголовной. В 1917-м ее объявили после победы новой власти, в 1945-м после разгрома фашистской Германии. Если начать с 19 века, наберется с полсотни. А вот об административной амнистии заговорили впервые. Сейчас у людей все равно тяжелая экономическая ситуация во многих. Многие лишились работы, потому что работали неофициально. Поэтому, в принципе, амнистия по административным штрафам, по самоизоляции, мне кажется, можно. Все равно людям было тяжело, и кто-то лишился работы. И вообще, мне кажется, нужно пойти навстречу людям. Я считаю, что штраф отменять не нужно, потому что людей как-то надо учить. Если уж ввели такие правила по самоизоляции, значит, их надо исполнять. Предложение уже рассмотрели в Госдуме. Там объясняют, отменить штрафы сейчас нет законного повода. Разработка и принятие закона потребует много времени. Депутаты предложили включить данную норму при обсуждении нового кодекса об административных правонарушениях. Мне кажется, это такая не очень продуманная пиар-акция для того, чтобы напомнить о себе со стороны Совета по правам человека. Что нужно, какие затраты, в том числе и финансовые, необходимы для того, чтобы вот эти вот деньги вернулись назад? Да эти затраты будут больше, чем сумма прощенных штрафов. Хотя, конечно, каждому отдельному человеку, который вовремя там маску не надел в период разгара этой самой пандемии, или там куда-то зашел, или без перчаток, конечно, ему будет приятно получить свои 500 или там 1500 рублей назад. Я бы высказался однозначно за фадеевский подход, потому что штрафы нужны. Иначе наше население, где-то народ наш, нельзя дисциплинировать в каких-то вещах. Но когда это чрезмерно, и когда это бьет уже в кризисной ситуации, то, безусловно, без этих вещей можно обойтись. Тем более сегодня они уже на самоизоляцию никак играть не будут, и никак нам не помогут в борьбе с коронавирусом. Поэтому, на мой взгляд, решение такое, предложение здравое. Пандемия еще не отступила, и понятно, что особенно этот период ярко и сложно для руководителей предприятий малого и среднего бизнеса, которые до сих пор еще не возобновили свою работу. И поэтому на уровне правительства России и региональных органов власти беспрецедентные меры приняты для поддержки как предпринимателей, так и обычных граждан. Пока это только инициатива. Нет понятия административной амнистии и нет четкого механизма его проведения, а значит и источника финансирования. Илья Хайрудинова, Алмаз Зиединов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.
Его неустанный активный труд стал важным вкладом в промышленное и социально-экономическое развитие Татарстана. Рустам Минниханов сегодня выразил соболезнования в адрес Казанского гипронеавиапрома в связи с кончиной руководителя предприятия Бориса Тихомирова. Он возглавлял коллектив с 1994 года. Уход личности такого масштаба, сообщил президент в своей телеграмме, огромная невосполнимая утрата. Вместо старой свалки цветущий сад. Казанец Назиф Хамитов вдохнул жизнь в территорию напротив своего дома. Некогда горы строительного мусора он превратил в настоящий сквер и приход, где можно полюбоваться растениями, а заодно и помолиться. Но на это ушли годы, были даже суды. Но теперь его сад – одно из самых ярких и узнаваемых мест района. В нем побывал Рамиль Шайдулин. На этом месте я потратил 12-13 лет. Столько времени у Назифа Хамитова ушло, чтобы горы мусора превратились в цветущий сад, который находится прямо под окнами его дома в поселке Дербышки и носит имя шаеха Гали Дервиша. По одной из легенд, именно он и основал микрорайон. По-русски называется она Дербышка, значит, по-татарски Дервиш. И вот решил его хранить, восстановить. Ухоженный снаружи, яркий и внутри. Издалека видны украшения, несколько видов деревьев и даже башни мечетей. И только снаружи это кажется маленьким сквериком, но стоит войти, и открывается совсем другая картина. Длинные коридоры, по обеих стороны которых резкие развилки и много тематических зон. Тукай, вот Томас прочитал, оттуда и вынимал. И 40 куплетов я собрал. А давайте посмотрим. Давай посмотрим. Одна из зон полностью отведена творчеству Габдуллы Тукая, а точнее его стихам о вере. Вот, пожалуйста, посмотрите. Пенсионер скрупулезно выписывал все религиозные изречения поэта и собрал их в одном месте. Другая зона посвящена тому самому Дервишу, которого Назиф Хамитов и считает основателем их поселка. Памятный столб символизирует легенду, по которой именно здесь Дервиш жил еще во времена Казанского ханства. Вот это место меня показал. Вот именно вот это место? Это место показал. Нет, это я сам ставил. Автор сада вспоминает, как еще несколько лет назад на месте этого убранства была одна большая гора мусора. Ушли 13 лет, за которые он в одиночку привел это место в порядок. Там, да, был строительный мусор. Он всю эту территорию облагородил. Ну, в принципе, мы не против. Конечно, красивее. Молодец. И эта территория, во-первых, не ЖКО. Во-вторых, человеку 80 лет. Ну пусть радуется, пусть сажает. За такое рвение Назиф Хамитов, по его словам, даже победил в конкурсе «Эко-лидер». Но признается, что спасение природы не его основная цель. Все таблички в его цветущем саду исписаны молитвами. Назиф Ага хочет, чтобы люди никогда не забывали о вере. Рамиль Шайдулин, Адальбин Дубаев, ТНВ, Казань. Литье из бронзы, роспись на керамике и мозаика на коже. 12 мастеров Татарстана сегодня представили свои ремесленные изделия на ярмарке в Старо-Татарской Слободе. Ремесленная ярмарка в национальном стиле предлагает покупателям не только приобрести сувениры, но и научиться их делать самим по самым красочным техникам Татарстана. Чем ярмарка запомнится каждому, узнала Юлия Муратова. Все туристы нас помнят по вот этим старым дворам Казани. Росписью на керамике Алсу Зубкова занимается уже 10 лет, имеет свою мастерскую. На панно в дизайнерских тарелках воплощены самые разные творческие идеи от архитектуры до национальных узоров. Сегодня татарский орнамент. Оберегая национальные традиции, открывается ремесленная ярмарка мастеров со всей республики. У меня еще 2 человека и я. Мы работаем в разных техниках. У нас очень много разных таких уже успехов и неуспехов. В общем, двигаемся вперед. Всегда новые. Валяльной иголочкой. Вот так носик чуть-чуть. Одеваем в капрон. А Наталья Тараканова в день делает по 8 кукол из синтепона. Все они домовые, и каждый из этих кукол может стать для своих хозяев домашним оберегом. У всех родственников, у всех знакомых, у всех подруг, моих клиентов. У всех они есть. И все стараются их как-то научиться делать. Поэтому постоянно всем показываю, как это делается легко и просто. Прокалывается первый слой кожи. Вот так. 1, 2, 3. А этот мастер владеет одной из самых древних и красочных техник Татарстана – кожной мозаикой. Для Ильдара Шахудинова это дело всей жизни. Каждый шов отточен до совершенства. Чтобы сделать вышивку на сапогах, у ремесленного виртуоза уходит не больше 2 суток.
В основе этой вышивки лежит казанский шов, которому уже больше 1000 лет. Сейчас мы попробуем его выполнить. Шов получается. С виду у мастеров это выглядит намного проще. Скажите, а у всех, кто делает первый раз, получается вот сразу? Из 100 человек, которые этим ремеслом интересуются, лишь 15 человек садятся за станок. Из 15, если один остался, радуйся, или рабы, ученик появился. Всего на ярмарке 12 мастеров Татарстана. В сундуках изделий из стекла, литье из бронзы, эксклюзивные аксессуары. Мы работаем в таком торговом оборудовании, как сундучок. Это своего рода ларцы, которые хранят в себе вот эти сокровища, те изделия, которые были ими сделаны. А также основное и важное – это форма одежды. Мы представляем туристам и гостям города весь колорит Республики Татарстан, поэтому стоим в жилетках национальных с вышивкой и с хорошим настроением. Желающие не только приобрести уникальный товар, но и научиться ремеслу самому смогут прийти на ярмарку мастера Татарстана уже в эти выходные. Юлия Муратова, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Сегодня в Татарстане отмечают праздник чувашской культуры и национальных традиций Уяв. Это торжество, завершающее в цикле летних праздников чувашского народа. Его традиционно отмечают задорными народными играми, танцами, мелодичными песнями и хороводами. Какие древние обряды дошли до наших дней, вместе со всеми увидела и Юлия Муратова. Уяв – праздник, в котором воплощена сама душа чувашского народа, стремящаяся к красоте и гармонии. Национальные праздничные торжества сегодня прошли в Малом Санчелеево Аксубаевского района. Все транслируется онлайн. Наполнили летний праздник как степенные хороводы, так и задорные игры и танцы. Национальный праздник со своим богатым самобытным колоритом равнодушным не оставит никого. В нем слилось и прошлое, и настоящее, а бесконечной идеей остается любовь к близким, забота о природе и родном крае. Отсеялись, Уяв поет, сады цветут. Празднуют в каждой чувашской деревне. Жемчужина чувашской культуры – это Уяв. Открывает его 22 мая на Николу Вечнего и заканчивает 12 июля на Петров день. От посевной до сенокоса. Чуваш, проживающий в республике, поздравил директор Дома дружбы народов. По его словам, чувашский народ не только один из самых больших по численности в республике. Это народность, которая играет значительную роль и в общественной жизни Татарстана. Впервые на республиканском уровне Уяв был проведен в 1993 году, и с тех пор он стал не только любимым республиканским праздником, но и всероссийским, и в гости сюда приезжают со всех территорий бывшего Советского Союза. Как говорят деятели культуры, этот праздник для чуваш сравним с татарским сабантуем и русским каравоном. Каждый может погрузиться в таинство древних обрядов. Главная идея праздника – поблагодарить богов за новый урожай и заручиться благосклонностью. Она может быть раскрыта каждым жителем республики, начиная с церемонии, когда старейший житель того или иного населенного пункта вбивает колышек, и заканчивая теми потрясающими песнями, обрядами. С праздником чувашскую диаспору Татарстана поздравил президент республики Рустам Минниханов и от всей души пожелал им радостного настроения и жизненного оптимизма. Он отметил, что несмотря на онлайн-формат, праздник сохранил свое уникальное звучание, а сама программа торжества из-за новых возможностей теперь будет значительно шире. Юлия Муратова, ТНВ. Вот так заканчивается неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Ну а сейчас самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике «В сети». Я же с вами прощаюсь. До новых встреч на ТНВ. Всего вам доброго и берегите себя. Всем привет! Выходные и наконец-то хоть чуть-чуть спала эта аномальная жара. Подумала половина татарстанцев, а другая половина... Ну что, на пляж? Кстати, о пляжах. Ребята, я все понимаю, что хочется, очень хочется отдохнуть, позагорать, искупаться. Но, пожалуйста, не забывайте про соблюдение безопасной дистанции. А то на татарстанских пляжах в вареной кукурузе негде упасть. Ладно, хоть этот парень купается в маске и в перчатках. Молодец. А сейчас пришло время для горячих, как и наше солнце, новостей. Это рубрика «В сети». Сабантуй прошел в прошлую субботу в онлайн-формате на нашем телеканале. Но кто-то решил, что может провести свой отдельный подпольный Сабантуй. Оперативная группа с места преступления. Доставка леша. Вот
вот как прокомментировал данную ситуацию сотрудник МВД по Республике Татарстан. По сообщению очевидцев, из квартиры доносились крики, посвистывание, татарская речь, игра на баяне. Громко играла песня Фердуса Тымаева «Айда-айда сандуга шутасин телегамны». Люди пели песню «Малай на белом барсе», что, сами понимаете, говорит о том, что это опасные люди. Конечно же, друзья, это постановочный ролик, но такую группу смело можно было отправить в Аксубаевский район, потому что там жители реально организовали свой сабантуй. Как говорится, с тачками и криками. Но татарскую душу не остановить. Она все просится и просится на аш. Перейдем в раздел «Абсурдные новости». В сети активно обсуждали мороженое «Радуга». А точнее, не само мороженое, а то, что Владимиру Путину пожаловались на это мороженое, увидев в нем пропаганду ЛГБТ. Ну, типа «Радуга» — это символ ЛГБТ-сообщества. Да, ребята, значит, нам уже нужно запретить дождь, потому что после него радуга появляется. Фонтан на озере Кабан тоже, кстати, можно запретить. Вон какая красивая радуга появилась. Аж манит прям. А в нашей рубрике «Домашние животные» настоящий пес-татарин. Почему татарин? Сейчас все сами поймете. Happy birthday to you. Нет, happy birthday. Ну, здесь никто бы не устоял. От таких треугольников даже я бы сейчас не отказался. Хотя скоро же пляжный сезон. Кстати, когда он там? А сейчас наша традиционная рубрика «В сети с президентом». Рустам Минниханов поздравил всех с Днем семьи, а также показал, как строится новое здание инфекционной больницы. Немного даже залипательно. Вот так у нас Татарстан всегда впереди, даже президент сказал. И из регионов Поволжья, конечно, лидером, да и в стране в целом является Татарстан. И сейчас он опять вот в этом году второе место в рейтинге занимает, когда Башкирия выйдет на первые позиции. На самом деле не важно, какой регион занимает лидирующие позиции, главное, чтобы Татарстан. Ну и под конец немного позитива. Казанцы и гости столицы дружно на набережной спели кукушку Цоя. Очень атмосферно. А я с вами прощаюсь. До следующей недели. Будьте в сети. Пока. Здравствуйте! Воскресный день обещает быть солнечным и жарким. О погоде после небольшой информации. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода, 12 июля на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево будет ясно и без осадков, плюс 31. Солнечно и жарко в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Тут также осадки не прогнозируются. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше без осадков. Солнце с раннего утра будет раскалять воздух. Прихватите с собой питьевую воду и не забудьте головные уборы. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе днем жарко и солнечно, плюс 29, а ночная температура понизилась до 12 градусов выше нуля. Жаркая погода сохраняется и в Болгаре, в Буинске, Држаном. Тут синоптики обещают 30 градусов со знаком плюс. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше аналогичная синоптическая ситуация. Июль продолжает удивлять аномальной жарой. Столбики термометров уверенно держатся возле отметки 30 градусов и в ближайшее время понижаться не собираются. В понедельник станет еще жарче. У жителей нашей республики есть возможность позаботиться о своем здоровье без значительных финансовых затрат. Со 2 по 31 июля в аптеках «Экона», аптеках от склада, бережных аптеках проходит акция «Покупай выгодно». Берегите себя.
Покупай выгодно в аптеках Экона, аптеках от склада и бережных аптеках. Троксивазин 183 рубля, Нурофен 134 рубля, Альмагель А 219 рублей. Покупай выгодно в аптеках Экона, аптеках от склада и бережных аптеках. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза, без операций, с помощью передовых технологий. Приходите в Доктор Ост, убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост», лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В воскресенье в Казани будет ясно, осадки не ожидаются. Ночью плюс 15, а днем 30 градусов жары. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление в пределах нормы 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 42%. Магнитное поле Земли спокойное, но жара может стать причиной тепловых и солнечных ударов. Берегите себя. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Приятных выходных в кругу близких. До свидания.